Сегодняшний наш спикер это Галия Абдуллина Султанова. Она мне написала, и я очень рада, что вы мне написали, Рахмат сизге. И как бы вот мы решили для вас тоже интересно провести. Это, наверное, как разговор, это даже не лекция, а... Ну да, мы будем, я думаю, обсуждать. Обсуждать будем интересные темы, да. Хочу представить, это руководитель психологической службы Московского университета. Кто-то учится, может быть. И также когнитивно-поведенческий терапевт, семейный консультант с большим опытом, клинический психолог и нейропсихолог. Так, смотрите, когда проводили исследования вот на супругах, да, то есть уже такие вот семьи, да, то оказалось, что совместимость можно померить, насколько мы удовлетворены, да, партнером, довольны выбором своим, и насколько мы затрачиваемся на человека. Да, то есть мы можем, например, быть в отношениях, но при этом мы так много сил тратим, столько энергии вкладываем в человека, что в какой-то момент это может привести к краху. Вроде бы вместе, вроде бы интересы общие, вроде бы ценности общие, да, а вот энергетически слишком много трачусь. И тогда, собственно, может привести к трудностям. И вы действительно многие моменты сегодня уже озвучили. Еще раз пробегусь. Духовная совместимость, установки. Кто знает, что такое установки? Наверное, такой определение термина не дам, но установки, например, какие-то принципы определенные. Так. Либо то, что, стереотипы те же самые. Стереотипы, да. Или то, что было навязано семьей. Да, убеждения. Да. Убеждения, некоторые идеи, некоторые убеждения, которые есть у меня, и я, соответственно, ожидаю чего-либо от других. Да, это действительно будет влиять на наш выбор. Ценности. Какие ценности вообще вы знаете? Семейные ценности. Так, семейные. Еще раз? Морально-нравственные ценности. Что к этому отнесем? В целом, отношение к жизни, цель жизни, как стоит прожить жизнь. Да, а вот смотрите, вот у ценностей есть три группы. Есть семейные, все, что относится к социальным, да, то есть отношения, да, это друзья, романтические отношения, семья, все, что связано с отношениями с людьми. Есть еще две группы. Личностные. Это туда же. Личностно что вы имеете в виду? То есть ценности для себя. То есть Ага. что ты имеешь допустимо для себя, что недопустимо. Ага. Да, то есть это духовная часть, совершенно верно. Да, сюда мы относим и досуг, и развлечения, и религию, и философию, да, вот, и, собственно, да. И еще один пункт, еще группа одна от ценностей. Только она называется не материальная, а все, что к ней относится. Что можете перечислить? Работа, более конкретно, да, работа. Что? Ну вот там нет такого подпункта жилье, да, там есть вот все, что связано с работой, карьерой, самореализацией, знаете, с чем еще? Наверное, с волонтерской деятельностью, это тоже туда же относится, да, вот к этой группе. Да, карьера. Да? Чувствуете? У одного человека может быть одна группа превалировать, да? Интересы, да? У другого другая, и тогда людям будет как минимум сложно. Мы не говорим, что они не могут быть вместе. Все возможно, все решаемо, да, все обсуждаемо, можно найти компромиссы, но все-таки этим людям будет уже сложнее. Один делает карьеру, а другой заинтересован в семье, в детях. Да? Кто знает, может быть, делали на себе какие-то тесты по темпераменту. Я чувствую, здесь есть психологи или увлекающиеся психологией. Студенты психологии? Ну, мы педагоги, мы изучаем еще психологию. Отлично. Ну, давайте, да. Вот кто-то знает свой темперамент, тип темперамента? Смешанный чаще всего, не бывает. Смешанный, да, совершенно верно, помогли мне. Действительно, чистого не бывает меланхолика. Чистого флегматика не бывает. Ну вот, например, про себя я точно знаю, что на 51%, да, я холерик. А может, раскроете, кто такой меланхолик? Да, а мы раскроем обязательно сейчас, да. Я просто хотела сначала спросить, да, знают ли они в принципе, да, кто они такие. Давайте тогда перейдем. Можно, да, перескочить на не тест, а там есть у нас темпераменты, типы темперамента 4. Да, там шкалы. Вот они шкалы, смотрите. По сути, это тип нервной системы. Как я реагирую на стимулы. Да? Я могу на, допустим, какой-то стимул реагировать ярко, да? А кто-то вообще на него не реагирует. Да? Ну, это вот так вот коротко. Ну и, собственно, чистых не бывает. Да? Вот, например, я холерик
и чуть меньше меланхолик, сангвиник еще меньше, а от флегматика у меня практически ничего нет. Там несколько процентов. Если вы сделаете тест будет в конце, будет QR-код, вы можете, кому интересно, кто не делал. Да, это действительно любопытная вещь. Ага. Вообще есть. А? Флегматики вообще есть такие. Флегматики есть. Это Не взаимодействие никак с людьми. это люди, знаете, от которых довольно сложно как-то вот расшевелить. Ты вроде бы даешь яркий стимул, а человек медленно реагирует. Холерик, наоборот, маленький стимул, достаточно маленького стимула, чтобы он взорвался. Да? Но они активны, они энергичны, у них есть свои, естественно, положительные стороны. Здесь нет плохих или хороших. Да? Но от этого зависит очень часто, насколько нам комфортно с людьми или в нашей профессии. Да? Если, например, я меланхолик, я очень быстро устаю, я невыносливый человек. Потому что чувствительный, маленький стимул и сразу бурная реакция. Конечно же, я устаю, истощаюсь, моя нервная система быстро истощается. Тогда, если будет какая-то работа, связанная со стрессом, да, мне нужно быть очень осторожной. Это не значит, что не стоит выбирать такую профессию, да? Но стоит научиться с этим обращаться правильно. То есть переключаться, отдыхать, восстанавливаться. Да? Угу. Вот смотрите. Здесь уже вот все, что связано с профессией, да? Холерик, да? Затраты энергии, любит трудности, препятствия, быстро включается, да? Это все, что связано, ему будет комфортно там, где высокая нужна стрессоустойчивость, многозадачность, ему будет комфортно. Ему будет где скучно, как вам кажется? Неинтересно. Что ему не Сидячая работа, офисная. Да, рутина. Рутина для него смерти подобна, депрессия, все, он откажется от такой работы. Ага, соответственно, флегматику здесь будет очень сложно. Да, да, вот таким образом. Да, что нам рекомендуют, быстро пробегусь. Телерепортер, товаровед, артист, дипломат, журналист, снабженец, предприниматель. Следующее, да, вот как раз флегматик у нас, смотрите, противоположность, да, холерика. Ага. Он нетороплив, он упорен, он терпелив, и там, где это требуется, конечно, он будет незаменимым работником. Да, что тут у нас за профессии? Бухгалтерия, экономика, механик, электрик, инженер, агроном, водитель. И научные профессии, конечно, все, что связано с наукой, будьте здоровы. Ага. Ботаник, астроном, физик, математик, все, что связано с наукой, где нужна усидчивость и основательность. Потому что холерик, от него не ожидаешь основательности. Он пойдет по поверхности, быстро схватит и побежит дальше. Холерику подойдет что? Проектная деятельность. Пришел, увидел, победил. Двигаешься дальше, да, к новому проекту. Вот он, да, менеджер, администратор, кто-то организатор. Угу. Так, сангвиник. Открою вам секрет и некоторый совет дам. Своим детям тоже даю, да, вот на собеседовании, когда вас спрашивают, кто вы. Если вы очень хотите получить это место и считаете, что вы ему подходите, и вам это место подходит, скажите, что вы сангвиник. Почему? Потому что сангвиники легко адаптируются, они гибкие. У них нет вот этих крайностей, понимаете? Вот у холерика и флегматика явно люди крайностей, да? А вот у сангвиника нет, он легко адаптируется, и с людьми он ровный, и реагирует он ровно, у него нет вот этой бешеной возбудимости, и в то же время нет такой неторопливости, когда ты ждешь. Знаете, вот у меня есть такие знакомые, задаешь вопрос, и минуты 2 ждешь ответ. Вот это флегматики, да, совершенно верно. И, значит, что нам советуют? Менеджер, учитель, врач, психолог, воспитатель, организатор, продавец, официант. Выдержка высокая, с людьми работать очень удобно. Чувствуете, да, социальные профессии. Угу. Так, и меланхолик. Ну, это, конечно, творческие личности. Меланхолики, чувствительность высокая у них, да, маленький стимул и сильная реакция, да, они хорошо чувствуют живопись, музыку, все, что связано с творчеством. Неважно, это может быть даже не какое-то изобразительное творчество, но любая профессия, которая требует чего-то создать, почувствовать вот эту идею, да, в том числе и педагог. Да, у педагога все-таки должны быть тоже творческие, да, какие-то наклонности, да, чтобы что-то придумать, как-то так новый урок провести по-новому, да. И, конечно, здесь вот эти вот качества пригодятся от меланхолика. Ага. Педагоги, деятели искусства, художники, модельеры,
Маляры, копировщики, композиторы, писатели, ветеринарный врач. Чувствительность высокая, да? Я настолько чувствую, я настолько сочувствую вам, да, что без этого в этой профессии никак, да? Да, эмпатия с этим связана, Вот конечно агроном же. написано, например, это же не... А? Агроном написано, например, регион. Агроном, ну, может быть, в какой-то степени, мы же не знаем, там же разные области есть, да? Мгм. Так, ага. Ну и такой, в общем-то, вопрос. Кто-то почувствовал себя, кто он, ближе к кому он? Да. Так, попробуйте тогда, вот сейчас посмотрим, кого из нас больше. Холерик, попробуйте поднять руку. Ага, нужно все быстро, сразу, побежал, сделал, увидел, дальше. О, нас достаточно много. Угу. Так, меланхолик. Есть меланхолики чувствительные, ранимые, впечатлительные, ага, к творчеству. Да, отлично. Ага. Так, есть флегматик, который думает перед ответом минуты 2. Хорошо. Таких мало, ну да, их действительно меньше. И, собственно, сангвиник. Вот я где-то посередине, да, я гибкий, я подстроюсь. Ага. Сангвиников тоже достаточно много, вижу, отлично, спасибо большое. Ага, как вам кажется, вот в дружбе сангвинику с кем будет комфортно? Я могу поделиться. Флегматиком, мне кажется. Ага, еще. Я могу, потому что он гибкий. Отлично, да, вот несколько таких ответов было. Действительно, сангвинику очень удобно, он с любым найдет, да, общий язык чаще всего. Ага, а меланхолику с кем будет удобно? В дружбе, это важный момент. Опять же, с ним же, с Так, с сангвиником и с флегматиком, да, потому что он такой, ну, не ранит, да? спрашивать жизнь. А сложнее всего с холериком. Ага. А как вам кажется, вот вы сказали, ответ был правильный в начале, что разница есть между взаимоотношениями, да, вот будущий супруг, да, выбор и друзья. Вы сказали, разница есть, и совершенно верно. Вот если мы здесь вот выбираем похожих на себя в дружбе чаще, да, ну там меланхолики выберут меланхоликов, либо тех, кто их не ранит, да, холерики выберут холериков, да, но им очень сложно будет с флегматиками. Их будет раздражать их медлительность, да, а медлительные флегматики, ну, они будут очень злиться на холериков, потому что они их подгоняют. А вот как в супружестве, как выбрать вот спутника, как здесь будет, какой здесь механизм, как вам кажется? Дополнение. Дополнение, каким образом? Один дополняет другого. Да, оказывается, самые крепкие браки находятся, да, вот на противоположное. Дополнение, взаимодополняемость, комплементарность, говорят. Комплементарность еще можно покрутить там дальше, да, у нас, по-моему, еще есть. Это не только связано с темпераментом, да, мы дополняем друг друга. Действительно, один очень активный, вот в бизнесе, кстати, вот кто увлекается, кто читал, кто ходил на какие-то курсы, как там два партнера, если есть в бизнесе, как вам кажется, как они строятся, эти отношения, если они гармоничные? Есть какие-то предположения? Допустим, кто-то очень быстрый, да, Ага. а этот человек медленный, но он дополняет его, допустим, по креативности. Да, основательный, да, то есть, ага, здесь есть такой момент. Вот когда я проходила бизнес-курсы, интересно было, действительно это так, я вот посмотрела, 51% же у кого-то должен быть, кто-то должен быть, да, лидером, да, вот один, тот, кто генерирует идеи, а второй, тот, кто их исполняет. Да, вот человек основательный, он хорошо выполнит эту работу. Холерик, он здорово генерирует идеи, а вот до конца, до завершения эти идеи в жизнь притворяют совсем другие люди. Да? Вот, и поэтому, да, в бизнесе именно так. И вот в супружестве, оказывается, именно так. Один генерирует, а другой думает, как это все, да, собственно, довести до ума. Ага, мы дополняем друг друга. Один активный, он будет больше общаться с внешним миром, да? Другой такой больше интроверт, да, то есть интроверт, экстраверт точно, чаще всего, то есть много исследований было. Вот интроверт – это тот, кто погружен в себя, чуть-чуть напомню. Помните? Давайте попробуйте, а то я уже устаю говорить. Интроверт, кто это такой?
Им больше наедине с собой. Замкнутый, ага. Такого мошенничества нет. В одиночестве, наедине. А? Ему комфортнее с собой. Комфортнее с собой, да. Человек, который заряжается энергией, находясь вне общества. Наоборот. И долго отходит от общения с другими людьми. Да, восстанавливается, ему нужно время восстановиться, совершенно верно. Интроверт живет внутренним миром. Да, у него богатый внутренний мир, это обычно очень такие сознательные, достаточно вот такие умные, начитанные люди, да, вот они действительно, для них любимое времяпрепровождение, это погрузиться в свои размышления, да, либо посидеть с книгой, да, вот что-то такое. Ну, мы, конечно, общими словами, понятно, что интроверты разные бывают, и чистых интровертов не бывает, так же, как в темпераменте, да, ну, чего-то больше все-таки, да, превалирует. Вот, оказывается, самые крепкие браки, и, в принципе, браки построены на этом принципе. Интроверт плюс экстраверт. Да. А не будет ли на этом фоне, наоборот, больше разногласий? Потому что, допустим, выходные как хотите провести, интроверт там сидя дома, а экстраверт, наоборот, на активном отдыхе. Да, вот здесь очень тонкий момент, и действительно, здесь мы уже уходим куда? В интересах. Да, это уже не про темперамент, это про интересы. И оказывается, просто вот если два интроверта встречаются или два экстраверта, у них до брака, скорее всего, не дойдет. Вот. Также и с другими моментами, если ценности разные у людей, до брака, скорее всего, не дойдет. Поэтому, когда начинают исследователи мерить, то и мерить некого. Практически таких нет. То есть большинство смотрят, а семьи вот такие, да, комплементарные, взаимодополняющие. Конечно, это не все принципы, я взяла только основные, просто чтобы глубоко не уходить в науку. Принцип, когда люди по-разному воспринимают свои роли в семье. Да, или не только роли, но и, ну, то есть требования, да, то есть если ожидания не соответствуют, какой должен быть муж, какая должна быть жена, и вот здесь начинаются конфликты, да. Здесь правильно сказано было в начале, здесь огромное значение имеет родительская семья, то, что я видела у себя, и что происходит первый год совместной жизни. Идет притирка и создание третьего типа семейного устоя. Потому что люди приходят в семью, создают семью. Каждый представляет свой образ своей родительской семьи. Когда они вместе начинают строить эту семью, вдруг они узнают, что, оказывается, другие живут по-другому. И вот почему возникают очень часто сложности. Нужно построить третий вариант. Да, нужно договориться, найти компромисс. Третий вариант будет построен, пара сохранится. Здесь еще есть важный момент, кроме того, что мы видим. И здесь исследований много было тоже. Неполные семьи, например. Да, если люди из разведенных семей, и они никогда не видели взаимодействия. Родители, ну вот так получилось, да, с раннего возраста остались без отца, например, чаще всего, да. Вот 80% таких людей, им сложно построить отношения. Здесь были исследования проведены на базе клуба знакомств. Вот 80% из таких семей не могут найти пару, несмотря на все попытки. И, значит, что тут еще? Мне вот интересно, кто каким родился по счету? Вот если у вас есть братья, сестры, да, вот я старшая. Кто еще старше? Ага. Отлично, спасибо. Так, и, как вам кажется, вам будет комфортнее в семье, в браке со старшим? Или с младшим, или еще с каким-то? Со старшим? Будете соперничать? Соперничать будете, конкурировать будете. Вы привыкли быть старшими, нести на себя ответственность. Вам будет комфортнее с младшим или с единственным? Еще со средним. А партнерские отношения? Взаимопонимание вот в этом. Иногда я не говорю, что это исключает. Такое бывает. Мы с супругом оба старшие, но у нас большая разница в возрасте. Да? И у нас во всем другом есть некоторая взаимодополняемость. Ага. Значит, младшим с кем тогда будет комфортно? Кто младше? Поднимайте руки. Ага. Так, как вам кажется, младшим с кем будет комфортно?
со старшими, они привыкли нести эту роль. Здесь дело только в привычке. В среднем лучше всего они выиграли. Они самые считаются коммуникабельные люди, потому что они привыкли общаться и с теми, кто старше их, да, иерархию это соблюдать, да, и ухаживать, заботиться о младших. Да. Здесь вопрос о заботе. Сложнее всего во взаимоотношениях тем, кто единственный. И вот сейчас стоит такой вопрос даже в науке, ведь много единственных. Мало семей, где много детей, да, все больше становится один ребенок. И вот единственным детям, конечно, сложно. Они не привыкли ни делиться, ни заботиться, да, и поэтому, ну как заботиться, да? Опять же, это не исключает того, что он будет счастливый, заботливый, добрый и так далее. Этому вполне можно научиться просто, ну, по-другому, да, на примере родителей, да, бабушек, дедушек и так далее. Большая проблема будет, если будет младший и единственный. Два единственных – это вообще большой конфликт. Самые сложные отношения – два единственных. Очень часто это заметно бывает в тех отношениях, где мужчина, например, там может выпивать, а женщина будет спасать, да. Женщина, да, будет такая жертвенная, здесь еще будет такая тоже роль. Ага. Попробуйте дополнить. Кто еще из кино у нас есть такие, мать и сын? Ворониных. Ворониных, отлично, да. Главная пара, да, действительно, он такой подросток, а она взрослая женщина. Какие есть риски у этой пары? Ну, это просто даже иерархия нарушается. То есть это не партнерские уже отношения, взаимопонимание должно быть, да? А уже она становится на место мамы, и уже иерархия, нарушения такие явные уже. Да, то есть отношения неравные, он точно. Он даже будет воспринимать не как равный себе партнера. Да, отношения неравные, и чем это заканчивается? Они изживутся. Каким образом? Да, совершенно верно. Она просто устанет ему быть постоянной матерью, и рано или поздно, наблюдая за других, соответственно, при общении с другими матерями, условно, да, то она будет видеть другие примеры, и это будет не устраивать, и, соответственно, она просто... Ну, смотрите, чуть-чуть правы, чуть-чуть нет. Конечно же, у нее будет много претензий к нему всю жизнь, много скандалов и конфликтов, но у нее есть потребность. Потребность спасать. Почему она мамочка? Она будет спасателем по кругу карты. Она от него может не уйти, но он может уйти, если он вдруг созреет, вырастет, да, разовьется, да, как-то вот развитие произойдет его. Ему надоест быть с мамочкой. Ну, мамочка это не жена, да, и тогда он найдет настоящую жену. Вот в этом есть риск. Быть мамочкой не очень хорошо, да, это очень опасно для женщины. Конечно, часто такие пары остаются всю жизнь вместе. Он так и остался подростком. Очень удобно с такой женщиной. Не надо нести ответственности. Вся ответственность на ней. И если человек тревожный, опасливый такой, ну, не привык нести, он младшенький, например, или единственный, а жена как раз старшая, да, тогда все сложится. Она будет помогать ему, будет взрослить его, там как-то, да, вот и на работу устроит, и с учебой поможет, да. Ага, давайте дальше, ага. Отец и дочь. Ну, мы вот такую пару вспомнили, да, фильм «Гэтсби». Попробуйте вспомнить, может, какие-то другие фильмы есть. Давайте дополним эту презентацию. Кто? Леон. Да, совершенно верно. Да. Ну, там немножко так намеком, да, но мы намек почувствовали, да. Ага. Да, Гэтсби. Вот посмотрите, здесь какая трагедия фильма, да, почему она не ушла от него, несмотря на то, что любила-то другого, она же любила Ди Каприо, да, персонажа Ди Каприо. Потому что папочка, потому что денежка, потому что ответственность на нем, все решения на нем. С ним так удобно, я же маленькая принцесса, я так нуждаюсь во взрослом человеке, который будет нести за меня ответственность. И поэтому, да, люблю другого, но останусь с ним, потому что потребность психологическая здесь выше у нее, чем все остальное. Да, совершенно верно. Вот когда абьюзивные отношения, да, это чаще всего именно вот такие отношения, да. Мы скажем об этом тоже. Конкуренты. Ну, мы вспомнили «Мистер и миссис Смит». Вот здесь тоже у нас было сложности. Вот где еще, какие еще фильмы помните? Где они... Бойцовский клуб, может быть. Бойцовский клуб, может быть. Вот чтобы они были равные, да, и в то же время конкурировали друг с другом. Наши актеры. Ведь не одна, да, актерская семья
пострадала, когда начинаешь читать биографию, именно из-за того, что они конкурировали в своей области. Да, из-за того, что им хотелось быть лучше, круче. Как это так? Оскара дали супругу, а мне до сих пор не дали, да? Угу. Взаимозависимые. Здесь нам еще было сложнее. Вроде бы вещь такая очень частая, распространенная, когда люди зависят друг от друга. Что это значит? У обоих есть какая-то психологическая потребность. И это, как видите, не здоровые, не равные отношения, соответственно, это не любовь. Зависимость и любовь – это разные вещи. Даже привязанность это тревожная, да, как она называется? Да, тревожная привязанность, но здесь даже больше про другое. Я завишу от тебя, и вот для меня страшно тебя потерять. Ну, почему я этот фильм вспомнила? Потому что, смотрите, она привокзальная официантка. Она никогда не видела другой жизни. Да? И она, конечно же, впечатлена. Тут столичный мужчина, музыкант, личный автомобиль, она перечисляет там, да, жена в телевизоре, говорит она, да. А я тут, ну кто, собственно, с нами, с официантками ведь не церемонятся, да. А он, как вы думаете? Помните фильм? Нет? Ой, шикарный фильм. Слушайте, гениальная актерская игра. Посмотрите. И Гурченко гениальна в этом фильме. Как она перевоплотилась в эту привокзальную официантку, это просто невероятно. Его потребность такая. Он осужденный, который едет в колонию. Он ехал в автомобиле со своей женой, которая сбила человека, но он принял вину на себя. После того, как он был осужден, жена отвернулась от него, по-моему, даже нашла другого. Она не хочет знать его, она его не поддерживает. Гурченко впечатлена, ее персонаж, да, этим человеком. Он совсем из другого мира. Она привыкла, да, что к ней как-то относятся не так интеллигентно, не так деликатно, как он. Да. И, конечно же, она для него является чем? Поддержкой. Да? Ему нужно выдержать это. И она даже в конце фильма едет за ним в колонию. Да? Совершенно верно. Вот здесь такая, да, мы друг без друга пропадем просто. Ну, может быть, какие-то есть еще другие фильмы, не вспомнила. Угу. Кстати, вот в «Великом Гэтсби» там главная актриса, ну, не главная актриса, а девушка, за которой... Дейзи. Да, вот она же по факту у нее с мужем, которым она была тоже по факту взаимна. Зависимость? Да, сложно сказать там. Она не могла уйти от него к Ди Каприо, я бы сказал, Да. Гэтсби, да. Да. А по факту она его не любила, своего мужа. Да. А тот ее тоже не любил, просто это как для него статусность было, потому что если жена уходит, то по факту он, значит, там, в плане статусности того века, он не смог ее удержать, как бы, это опозорно. Да, здесь, скорее всего, да, конечно же, не то, что про любовь идет, про зависимость некоторую, да, как это его будет задето его нарциссическое «я». Да, если ты от меня уйдешь, это значит, я какой-то не такой, да? А как это так я тебе могу позволить? Я-то знаю, что я крутой, да, и поэтому он ее не отпускает, конечно же. Абьюзивные отношения там, он абьюзер. Угу. А вот если Любовь и Голуби, например, да, Любовь и Голуби. Вася и Надя. Да, хорошо. А Надя же после того, как он ушел, страдала, получается, же тоже без него не могла жить. Она, конечно, не осознавала так глубоко, не анализировала, но все равно Она была зависима. Ну, муж и жена, дети. Там. Да, здесь сложно сказать. А в чем, если она зависима, то тогда в чем именно? Ей нужен именно этот человек. Она не нуждается в нем какие-то психологические, да, там, чтобы он нес за нее ответственность. Нет, она заботливая, она такая сильная женщина, да, конечно. Здесь вот не чувствуется такой зависимости, скорее привязанность, да, больше ощущается. Да, вот видите. Но вариант хороший, потому что стоит поразмышлять, почему у него с Гурченко не получилось, почему он вернулся к жене. Потому что у него позиция сына как будто. Да, ценности разные. Она превращается там в маленькую девочку, заставляет его подавать ей блюда, а он-то привык к чему? Да, иерархия совсем другая, конечно. Для него это непонятно, чуждо, он это не принимает и уходит. Угу. Так, взаимовыгодные. Как вам кажется, вот там, где есть отношения, знаете, вот выгоду несут друг другу люди. Они, в общем-то, равные, но нельзя сказать, что они сильно здоровые. Они скорее ради выгоды. Там, я не знаю, я там умная, красивая, а ты, или там, я красивая, а ты умный. Ты там, не знаю, продвинешь меня, да, где-то, и я буду выступать. Да? А он, соответственно, на ней заработает. Да? Вот все для тебя сделал, вот все, что здесь ты видишь, это все только для тебя. И, ну, конечно, чаще всего среди женщин, да, такие бывают жертвы. Да? Это вот действительно, когда люди влюбляются в известных людей, в актеров, да, и готовы уйти в тень
Да, и таких тоже очень много биографий, таких вот, знаете, ну, настоящих, реальных, да, когда женщина оставляла карьеру артистки, да, актрисы, и ради того, чтобы на сцене блистал супруг. Вот тут настоящая жертвенность. Да? Нестабильные. Но это когда люди постоянно, у них что-то происходит. Это такой сериал «Санта-Барбара». Вот они сошлись, разошлись, сошлись, разошлись, помирились, поссорились, опять помирились, опять поссорились. Какие еще есть? Если с одной стороны это идет, то да, такие качели устраиваются эмоциональные. Адреналин, дофамин. И люди очень быстро подсаживаются. Если один из спутников манипулятор, абьюзер, да, такой вот человек не слишком здоровый, человек, которого недолюбили в детстве, которому не дали вот эту вот любовь, да, родительскую, он в нее не верит, он ищет совсем другое, да, он ищет отвержения. Как только получает признание, вот получил признание, все, он теряет интерес, он уходит от человека. Да? Проходит какое-то время, и вдруг он опять нарисовался. Почему? А ему нужно опять добиться признания. Да? Эмоций. Да, вот они нужны. Опять вот этот адреналин он получил, теперь ему хочется дофамина. И здесь, конечно же, вот очень часто с точки зрения абьюзера или там абьюзерских отношений приводится в пример мужчины-абьюзеры. Но ведь женщина-абьюзер – это очень частая история. В последнее время это очень часто обращаются мужчины вот на консультацию именно по поводу абьюзивных отношений со стороны женщины. Ведь они точно так же бывают недолюбленные родителями. Да? И что происходит? Как вам кажется, как вы узнаете абьюзера? Сначала он будет идеальный. Сначала он будет идеальный, отлично. С первого слова сказано «и». Все будет очень красиво. Это тот долгожданный принц или та долгожданная принцесса? Там гиперконтроль включается у человека. Каким образом? Ну, начинает контролировать, куда пошла. Не сразу контроль. Сначала что? Лавбомбинг какой-нибудь. Что? Нагрузка любовью прям. Да, я готов для тебя на все. Я угадываю все твои мысли и твои пожелания. Тут даже не про отсутствие больше, а про то, что кто-то из родителей был абьюзером. Один из родителей был, например, холодным, мама была холодной, а папа был садистом, просто диктатором. Да. Вот здесь очень страшно, да? Ну что получил ребенок в итоге? Вот такой набор, да? Либо со мной холодны, либо меня просто уничтожают. Что он чувствует все время? Стыд и вину, стыд и вину, стыд и вину. Что он заставляет вас чувствовать в итоге? Стыд и вину, совершенно верно. Но через некоторое время, первый месяц, он будет добиваться, или она будет добиваться вашего признания, расположения. Первый красный флажок, все прекрасно, как в сказке. Такого в жизни не бывает. Странно, да, это ощущается как что-то странное. Такого никогда со мной не было. Этот человек читает мои мысли, он просто угадывает их. Мы просто две половинки, созданы друг для друга. Он или она знает меня лучше, чем мои родители, чем моя мама. И как только она выбрала, как только она сказала «да», или наоборот, молодой человек, такой нарцисс, да, как только девушка добилась его расположения, сбегают. Если сбежали, я всегда своим вот студентам, которые приходят на консультацию, конечно, им сложно. Идет жуткая потеря, ощущение пустоты. Да, конечно же, от меня кусок оторвали, вот так воспринимается эта потеря. И тогда что происходит? Я говорю, это не страшно. Вот это вы переживете. Страшнее будет, если этот человек снова появится. Да? И вот с этих качелей дофаминовых слезть очень сложно. Здесь вот, чтобы он к вам потерял интерес, нужно демонстрировать интерес к нему. Он моментально будет сбегать. Итак, я просто пробегусь, потому что это действительно важный момент. Мы с такими людьми сталкиваемся, и это бывает очень болезненно при расставании. Да? Красный флажок, все идеально, он читает мои мысли, он меня понимает или она меня понимает лучше, чем моя мама. Он знает все мои потребности и готов их исполнять, удовлетворять. Через буквально месяц, у кого-то чуть больше, начинаются придирки. Ты вот вся идеальная, но что-то с тобой не так. Или ты весь какой-то замечательный, но вот тут ты не по этим попуткам там не проходишь. Придирки, унижение. Самооценка падает, человек в полной власти. Да, находится у этого манипулятора. Он старается вернуть то, что было. Ну как же так?
Да, все было так прекрасно. И он старается заслужить обратно доверие этого человека. Да, привязанность этого человека, и начинает бежать за ним, доказывать, что он хороший. А как ты хочешь? А я исправлюсь. Я опять накосячил, говорит парень. Позицию жертвы. Да, он жертва, все. Ну, конечно же, они чаще всего это не осознают, к психологам они не ходят, они не лечатся, поэтому, когда у меня спрашивают, что можно ли изменить его с надеждой, да, чаще всего нет. То есть шансы очень маленькие, если только он сам найдет такую потребность для себя, определит. Но у них нет такой потребности. Почему? Я-то ок, со мной все хорошо, это вы сумасшедшие. Понимаете? Поэтому у него нет потребности обращаться к психологам, как-то что-то с собой делать. Да, я не нахожу пару, потому что люди какие-то не такие. Да? Угу. Вы знаете, они не сильно страдают, они постоянно, они же нарциссы, они же яркие. И высокий интеллект, они легко обманывают людей, они легко к себе привязывают. У них очень, из-за того, что у них были такие сложные родители, выработалась, развилась вот такая вот высокая чувствительность. Да, когда там по одному движению бровей он уже определяет, в каком вы находитесь настроении и состоянии. Ему это было нужно в детстве для того, чтобы выжить. Понимаете? Это просто вот на уровне каких-то таких вот сверходаренных животных, интуиция, как нос у собаки. Это защитная стратегия же фактически. Да, в детстве, да. А вот сейчас, ну, вряд ли эта роль ему помогает, конечно, в отношениях, но эти люди всегда в отношениях. Рынок отношений на, я не помню, я могу вас обмануть, но процентов на 70, больше 50 состоит из таких людей, потому что они постоянно меняют партнеров. А люди здоровые, стабильные, постоянные, они находят партнера и выходят из этого рынка отношений. Да? Довольно надолго выходят. Поэтому шанс встретить такого человека довольно высок. Он же постоянно меняет партнера. Ага. Так, двигаемся дальше. Абьюзивные, это у нас, мы немножко проговорили, «Большие глаза». Если смотрели, такой вот он, ну, относительно новый фильм, очень хороший, рекомендую, он основан на реальных событиях про художницу. Вот она жертва там, а он настоящий абьюзер. Угу. Свободные отношения – это когда мы друг другу ничего не должны, никакой ответственности. Что за этим прячется, как вы думаете? Страх ответственности, стремление к независимости. Страх ответственности, страх отношений. Я боюсь потерять, на самом деле, да? То есть до какого-то этапа человек идет на отношения, а как только все серьезно становится, он сбегает. И такие люди чаще всего выбирают такого партнера, ну, который не сможет на них жениться или выйти замуж. Замужние, женатые, еще какие-то моменты, да, которые не дадут создать, на самом деле, да, вот эту вот пару. Да, потому что они боятся этих отношений. Это опять что-то про родителей в детстве, которые очень сильно обижали. Люди не получили вот эту вот здоровую привязанность родителей, да, что я тебя люблю таким, какой ты есть, да, вот таким вот несовершенным, потому что мы все несовершенны. Мы же люди. Получается, еще боязнь близости, да? Вот это боязнь близости. Филофобия вот это, да? Ну, по-разному, не настолько может быть все-таки, да, не настолько серьезно, но вот каждый раз есть какое-то препятствие. Помните песню из «Иронии судьбы»? Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. И с другом не будет драки, если друга нет. Да? То есть выбирайте сами, решайте сами, в конце поется. Да? Вы, конечно, можете спокойно прожить, безопасненько, там, без каких-то треволнений. Но какая плата за это? Скучно очень будет, ярок, красок жизни не будет. Можно находиться долго с нелюбимым в отношениях, но интересно ли? Угу. И у нас чуть-чуть уже осталось. Равные, самое сложное. Здоровые отношения в фильмах не показываются. Об этом неинтересно снимать. Об этом, ну что тут скажешь, здоровые отношения. Вот мы вспомнили, Динара вспомнила пару из «Москва слезам не верит». Вы помните Тосю, да? Вот у нее так все сложилось, семья, дети, патриархальная семья. И здесь я сразу поделюсь своими тем, что я читала об этом. Я же семейный системный терапевт. Очень много проработала с семьей, с детско-родительскими отношениями. И вот, конечно же, исследования эти мне очень интересны были.
самые крепкие семьи, патриархальные семьи, где мама говорит детям: папа умный, папа сильный, давай спросим у папы. Да? Это не значит, что папа не уважает маму, что мама где-то там, да, вот современные женщины боятся быть какими-то там униженными, но это не так. У них есть уважение друг к другу, но при этом папа главный. Но ведь у папы ведь не только есть как бы право, у него огромные обязанности, ответственность за всю семью, за детей. И вот здесь вот, да, вот ислам, очень здоровая такая тенденция, да, кто верующий человек, он знает, что это самые крепкие семьи, да, патриархальные семьи. В таких семьях самое интересное, что выигрывает жена, как вы думаете, женщина, у которой есть уже дети, намекну? Стабильность еще. Со стороны детей, что она выигрывает, видит тогда? Если она все время говорит: папа сильный, папа... Да, послушность, авторитет, такие дети. Но здесь еще очень важно, как папа себя ведет. Если он тоже ведет себя очень грамотно, с уважением к жене, такие дети очень послушные и уважают маму. Мама от этого только выигрывает. Вот очень важно, что за установка у человека в голове. Например, я там мужчина, я сильный, я должен... Что? Ну, руководить, подавлять, контролировать, да? Либо он говорит: я главный в семье, я несу ответственность. Чувствуете разницу? Конечно же, мы дополняем друг друга. Конечно же, нам комфортнее, если мы разные по счету, да, в рождении, да, если мы совпадаем как-то. Конечно же, нам комфортно, если один из нас интроверт, другой экстраверт, мы дополняем друг друга. Да. Конечно же, здорово, когда у нас есть общие интересы, но это не обязательно, а вот ценности первостепенные. Поэтому, если вот, например, интересы у нас разные, вы сами знаете из своего опыта, да, у нас могут быть интересы разные. У меня часто спрашивают студенты: у моей девушки одни интересы, у меня другие. Это будет сложностью для нас? Может быть, мы неправильно? Да нет, конечно. Один спортом увлекается, другой музыкой. А почему нет? Ценность одна. Например, ценность семьи. Да? Ага. Или карьеры. Пожалуйста, один в музыке, другой в спорте. И друг дружку поддерживают. И несколько слов. Значит, и при этом, если мы все это... Ну вот не совпало у нас так, как по науке, да, но по-другому у нас. Это не значит, что у нас ничего не получится. Мы всегда можем найти, договориться, да, если с уважением относимся друг к другу. Понятие здоровой семьи, прям очень коротко, да, всегда интересно. А здоровая семья, какая она, да? А кто это? Как это вообще происходит? Как это выглядит? Вот семейные системные терапевты точно знают, что здоровая семья – это когда люди оба развиваются, да, вот про патриархальную семью сразу думаем, да, то есть муж не говорит: твое место кухня, да, нет, оба развиваются и поддерживают друг друга в этом развитии, не мешают и поддерживают, помогают. Да, то есть мне нравится, что ты развиваешься в своей области, здорово, я тебе готов даже чем-то помочь в этом, да. И жена тоже не говорит там: сиди дома, не ходи, куда ты опять пошел, да. Нет, она понимает, что у него тоже есть некоторая потребность, да, и помогает ему, наоборот, говорит: здорово, что ты так увлечен этим, я горжусь тобой. Очень здорово, если семья была вот такой здоровой, да, папа был главой семьи и при этом уважал маму. Да, вот тогда такие шансы создать хорошую, крепкую семью, есть здоровую семью. Да. В то же время, если мама руководит, если женщина руководит семьей, это тоже не страшно. Такие семьи тоже очень крепкие. Ну, если потребность удовлетворяется. Мужчина хочет, чтобы несли за него ответственность. Да, ему удобно так. Почему нет? То есть оно не исключает. Если оба довольны, то это неплохо. Мы не можем сказать, что вот это хорошо, вот это плохо. Но исследования говорят о том, что самые крепкие семьи именно патриархальные. То есть разводов у них меньше, чем у всех остальных, у остальных больше. Смотрите, у нас у всех есть мужская часть и женская часть. И вот женщине-одиночке приходится и мужские части свои очень активно использовать, и женские части. Мужская часть отвечает за целеустремленность, за карьеру, за работу, за спорт. Это все мужские наши части. Не забывайте, они у нас есть, да, женщины. А у мужчин есть женская часть. Все, что связано с заботой, нежностью, состраданием, эмоциями, эмоциональностью. Не стоит от этого отказываться, иначе вы превратитесь в робота такого, да? Да, а девушкам все-таки, да, всегда женщине хочется видеть мужественного человека, но все-таки
доброго и нежного, правда? Вот, и поэтому, да, одиночкам приходится совмещать и более активно использовать. Да? Если женщина, которая пришла с работы, может свои мужские части выключить и превратиться в женщину. Хорошо, если она это умеет. А если она главный бухгалтер или директор школы и не переключилась, вот тут начинаются проблемы. Да? Когда она одна, то, конечно же, у нее дети. Да? Если она будет только с женскими частями, с ними общаться, воспитание не получится, оно будет однобоким, будут проблемы. И поэтому здесь вот грамотно распределять, где я буду женщиной, где-то я буду мужчиной, где-то я могу уступить, быть нежной, мягкой и так далее, да, женственной, а где-то я буду жесткой, требовательной, как вот папа. Просто вот запомните для себя будущие мамы, будущие папы. Папа – это правило, это закон. Мама – это нежность, принятие, эмоциональная поддержка ребенка. И вот тогда ребенок получает обе части. И вырастает таким гармоничным и здоровым, да, полноценным. Угу. Спасибо вам большое, вы такие были активные. Приятно было общаться.